Приполярье с рабочим визитом посетил новый руководитель коми-филиала ПАО «Т+» Константин Голиков. Во-первых, в Инте реализуется самый масштабный на данный момент проект предприятия в нашем регионе – строительство газовой котельной. Во-вторых, энергетики на этот год запланировали немалый объем работ по обновлению теплосетей. Глава городского округа Инта, руководитель администрации Владимир Киселев держит на особом контроле и регулярно инспектирует объекты, где проводятся работы. На этой неделе в очередной раз градоначальник в сопровождении приезжих специалистов и руководства компании ПАО «Т+» посетил территорию по улице Мира в районе домов номер 59-65. С начала июня здесь ведутся масштабные работы по реконструкции участка магистрального трубопровода диаметром 325 мм. Компания ПАО «Т+», филиала Коми, готовится к прохождению осенне-зимнего периода. И сейчас в филиале Коми по 5 городам присутствия идет активная ремонтная кампания. В частности, в городе Инте. На Интинской ТЭЦ сейчас ремонтируются 2 энергетических котла, паровая турбина и ведется перекладка тепловых сетей в городе Инте. В планах у компании поменять 2 километра сетей стоимостью порядка 80 миллионов рублей. ПАО «Т+» ежегодно, как только заканчивается отопительный период, начинают масштабные работы. И сейчас мы это видим. Капитально перекладывают трубу, меняют лоток. И также проведены гидравлические испытания. Они проводятся по окончанию отопительного сезона. Дальше выполняются ремонтные работы и перед отопительным еще раз проверяются. В этом году было выявлено 19 дефектов. На сегодняшний день уже 11 устранено. И сейчас уже доделают те работы, которые необходимы. То есть все дефекты будут устранены. И дальше еще раз прогидравят. Данный участок протяженностью 537 метров в однотрубном исчислении ремонтируют специалисты АО «Энергоремонт Плюс». Они произведут полную замену тепловых камер и установят современную запорную арматуру. Новые трубопроводы будут оснащены пенополиуретановой изоляцией, которая значительно снижает риск коррозии и повышает устойчивость к воздействию влаги, и системой дистанционного контроля, позволяющей оперативно выявлять возможные повреждения. Теплосети мы планируем переложить до начала отопительного периода. Ремонта основного оборудования также мы до начала отопительного периода закончим. Это будет где-то ориентировочно середина сентября. С 10 июля сроком на 2 недели в Инте отключат горячее водоснабжение. Станция ТЭЦ будет полностью остановлена для проведения ремонтных работ, которые невозможно выполнить при действующем оборудовании. Мы будем отключать полностью электростанцию с 10 июля на 14 дней. Это связано с тем, что необходимо выполнять ремонтные работы, которые можно выполнить только с остановом электростанции. Так что горячей воды в городе Инте не будет 2 недели. Компания ПАО «Т+» приносит свои извинения жителям города Инты за неудобства, доставленные ремонтом, так скажем, оборудования для подготовки к осенне-зимнему периоду. Что касается отключения горячей воды, да, необходимо отключить. На 14 дней вода будет отключаться. Отключение будет с 10 июля на 2 недели. Работы необходимые, поэтому здесь жителям надо будет потерпеть. Этим летом Т+ планирует выполнить в Инте огромный объем работ. По заверениям специалистов, реконструкция теплосетей улучшит гидравлический режим, сократит тепловые потери, повысит качество и надежность теплоснабжения. Инта приняла у себя 3-й сезон общественно-гражданской инициативы «Чистая Арктика». Это масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, герою труда Российской Федерации Геннадию Антохину. Суть проекта в том, чтобы прививать экологическую культуру местному населению, чтобы очистить Арктику от наследия Советского Союза, то бишь все, что было завезено Северным морским путем, то, что было завезено сюда для разведки шахт, предприятий, техника
остается здесь брошенный годами, так как вывоз очень дорогой. Поэтому некоторые предприятия дешевле им бросить здесь, чем вывезти и на утилизацию. Ну и перед проектом стоит задача, чтобы очистить Арктику вот от этого наследия. Волонтеры в Инте очистили производственные территории ликвидированной шахты «Западная» и районной котельной. Участки освободили от навалов отработанных автомобильных покрышек и строительных отходов. Человек живет в природе, и человек всегда, у человека есть, образуется как отходы, и где-то надо складировать. Зачастую это те места, которые организованы для складирования, но в силу нашей самобытности образуются несанкционированные свалки, которые мешают окружающей среде и вносят антропогенное воздействие на нее. Мы работаем уже в Инте, это первый этап по Республике Коми. Сейчас эстафету приняла Инта. Следующий участок это будет Усть-Цильма, Усинск. В Интинском районе для зачистки было определено 2 участка. Первый участок был вчера очищен. Вывезено около 5 тонн резинотехнических изделий из тундровой зоны. И эта работа только начало. Мы будем продолжать эту работу вести как по линии Минприроды Республики Коми, так и по линии муниципалитета. Ряд несанкционированных свалок, они будут очищены по муниципальному контракту. Если вновь определяться, найдутся иные несанкционированные места, возможно, это будут либо субботники, но это будет поднято не только структуры, но и общественность будет поднята. В экологической акции приняли участие местные жители и представители общественности. Наши волонтеры не боятся грязной работы. Они готовы сделать многое, чтобы сделать родной город чище и красивее. Люди у нас волонтеры, работники, кто пожелал прийти с соцучреждений, с администрацией. А технику нам предоставила наш давний партнер, это Пауты Плюс. Они помогают городу, много помогают. Также предоставили технику региональный оператор Севера, который занимается мусором в нашем городе. И предприниматели, это Долгаева и Ковшиков. Я узнал об этом проекте с места работы непосредственно и решил принять участие в проекте «Чистая Арктика». Он очень полезен, так как мы помогаем в какой-то степени природе. Мы вычищаем мусор, который остался здесь от хозяйств, которыми заведовала шахта. Мы вычищаем всю резину, мусор, пластиковых бутылок множество и так далее. То есть мы помогаем, действительно делаем нужное дело. Изначально я узнал о проекте от своего папы, так как он тоже принимает участие и является волонтером. А также видел в социальных сетях разные посты и записи, и захотелось поучаствовать. Глобальная проблема – это загрязнение не только океана, но и земли, даже Арктики. И чтобы не допустить дальнейшего распространения отходов, мы начали с очистки такого уникального района, как Арктика. Более 2 десятков волонтеров за несколько часов собрали с территории объекта несколько тонн металлолома и других отходов. В мероприятии также приняла участие сенатор Российской Федерации Республики Коми Елена Шумилова. В проекте «Чистая Арктика» я активно участвую уже, будучи в статусе сенатора, потому что в регионе у нас ее еще не проводили, вот эту акцию. А первые акции это были другие наши регионы, это и Якутия, и Чукотка, и Камчатка, и Мурманск, и Архангельск. Здесь хорошо, что мы включились в активную работу, и уже в прошлом году в республике, вот, учитывая опыт российский, мы сделали новый формат «Арктика. Лед тронулся», где вот как раз-таки этот большой проект мы загнали уже в очень интересную форму. Чистая страна стала чистой Арктикой. Здесь важно не просто, что мы приехали поработать. Мы видим, какие отходы на территории, мы понимаем, что с ними делать. И когда какой-либо вид отхода
ты поднимаешь, ты должен понимать, а что с ним делать? Увезти снова на свалку в другое место, из одного в другое? Или же все-таки это можно переработать? К сожалению, здесь перерабатывать, кроме покрышек и резины, а это в основном как раз та самая грязь здесь, это транспортерные ленты, только вот это, в шредер, ну и, конечно же, металл. Проект «Чистая Арктика» реализуется в Коми с 2021 года и направлен также на решение задач нацпроекта «Экология». Присоединиться к нему может любой желающий, в том числе жители зарубежья. Волонтеры обычные люди, не только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане. Записываются через сайт «Чистой Арктики». Можно оставить заявку, где пройдут отбор и будут отобраны в ряды волонтеров. Доставкой волонтеров занимается непосредственно проект. Проезд, проживание, питание. Поэтому волонтерам не надо на себя брать такую ответственность, где поесть, где поспать. То есть все это занимается проект. Мест в Инте, к моему удивлению, не так уж много. Город вообще прекрасный, чистый. Есть проблемные места, но мы их решим в рамках проекта. Уборка в Коми будет проводиться в 3 этапа. Первый в Инте, следующая остановка Уцильма. Там волонтеры пробудут почти неделю, с 14 по 20 августа. Затем «Чистая Арктика» дойдет до города Усинска. Предполагается, что здесь масштабная уборка продлится в течение 5 дней, с 25 по 30 сентября. Выполняются ремонтные работы автомобильных дорог. Этим летом, используя технологию холодного асфальтирования, приведут в порядок порядка 600 квадратных метров дорожного полотна. Ямочный ремонт проводится картами. Специалисты заделывают глубокие ямы, выбоины и просадки дорожного полотна. На этой неделе подрядчик работает в микрорайоне Западный. Запланирован ямочный ремонт холодным асфальтом. Сейчас подрядчик начал работы. Это дорога от поселка Западный до города. На этом участке запланировано порядка 100 квадратных метров ремонта. Получается, у нас в общем содержании города это порядка 600 квадратных метров заложено. И сейчас выделены дополнительные деньги. Будет разыгран аукцион и будем определяться с местами выполнения работ. По данной технологии сначала определяются ремонтные границы каждого дефекта. Затем вокруг ямы на дороге вырезается контур. Данный участок дорожного покрытия очищается от влаги, грязи и пыли. И только после обработки битумом вручную укладывается холодный асфальт. Выравнивание и уплотнение уложенного покрытия производится вибрационным катком малого класса. Нужно понимать, что ямочный ремонт как вид дорожной деятельности – это лишь временная мера. Такие работы не заменяют собой полноценный капитальный ремонт. Выполнение работ по ямочному ремонту направлено на устранение аварийности. На базе интинского филиала Республиканской общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия на тему безопасного нахождения граждан у воды и на воде в летний период. В мероприятии приняли участие специалисты Управления гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации округа, начальник Интинского аварийно-спасательного отряда «Спас Коми» и представитель народной дружины. Сейчас в ожидании лета и жаркой погоды этот вопрос актуален как никогда. С первых минут проведения прямой линии начали раздаваться звонки. Интинцев, как и в предыдущие годы, беспокоит вопрос, есть ли на территории нашего города санкционированное место отдыха. Здравствуйте, меня зовут Валерия, у меня такой вопрос. У нас в городе специального места для отдыха нет, да, у воды? Или в этом году будет? Отвечает начальник управления Маликова Елена Михайловна. На территории нашего города, как мы уже все знаем, да, у нас санкционированных мест для купания нет. Это связано с климатическими условиями. Также у нас, сами знаем, да, что у нас период летний, это максимум 2 недели, когда у нас такая сильная жара. И также излюбленные места, которые наши интинцы любят, парк культуры и отдыха, да, около моста ТЭЦ, что с левой, что с правой стороны. Там у нас находятся гидротехнические сооружения, там вообще у нас купание запрещено согласно нашим нормативным документам. И у нас еще на Северной, да, люди также любят купаться, там тоже у нас есть водоотведение, тоже
в этих местах купание запрещено. Дополнительно к вышеперечисленным требованиям по оборудованию пляжа специалист доложила, что в течение последних 2 лет на реке Большая Инта в районе парка культуры и отдыха, где планировали оборудовать место отдыха, проводились водолазные работы по обследованию и очистке дна. По результатам обследования было определено, что течение реки превышает допустимую норму в 0,5 метра в секунду и составляет 1,5 метра в секунду. В целях соблюдения правил безопасного поведения на воде и у воды специалистами уполномоченных структур проводятся многочисленные мероприятия. Мы проводим рейдовые мероприятия непосредственно, да, мы также приглашаем, у нас есть добровольная дружина, также у нас совместные рейды, это у нас инспекция ГИМС, ОМВД, родительский патруль у нас есть. Вот эти вот рейдовые мероприятия будут проводиться ежедневно. В учебных заведениях часто посещаем, договариваемся с учителями о проведении открытых уроков, занятий практических. То есть в рамках учебного процесса мы туда вклиниваемся и проводим беседы и занятия. Также работаем с летними лагерями дневного пребывания. Вот. Думаю, в этом году также организуем и практические занятия непосредственно на реке по спасению. По данным специалиста аварийно-спасательного отряда, вода – опасная стихия даже для взрослого человека, а для детей она опасна вдвойне. Ежегодно по неосторожности или недосмотру происходят трагедии на реках. Причем большая часть несчастных случаев происходит не на пляжах, а как раз за пределами города, когда интинцы выезжают отдохнуть на природу, сплавиться по реке или порыбачить. Всегда на контроле держим, проводим профилактическую большую работу. Это самое главное, предупреждение, чтобы не приходилось спасать. То есть объясняем, как правильно себя вести при чрезвычайной ситуации детям, взрослым, руководителям. Проводим семинары, практические занятия. То есть большая работа ведется по предупреждению. То есть, в Интинском районе в этом году, слава богу, детской гибели не было, но взрослый уже был один случай утопления на воде. То есть, там личная неосторожность, скажем так, была. Особое внимание всегда уделяется родителям, которые должны не только рассказать ребенку все правила безопасности на воде, но и привить ему навыки поведения в критической ситуации. Это баловство, это отсутствие контроля взрослых, опять же. Это совсем малыши купаются сами компаниями. У взрослых это зачастую фактор алкогольного опьянения, гибель на воде. Также не рассчитывают свои силы, также балуются, так же как и дети, взрослые в состоянии алкогольного опьянения. Ну и есть, конечно же, процент личной неосторожности. С началом летнего сезона и установления теплой погоды по интинским несанкционированным зонам отдыха в обязательном порядке проводятся рейдовые мероприятия. Из средств бюджета муниципального образования выделяются денежные средства, а также у нас производится оплата ежечасовая, по графику, вне графика, в период массовых мероприятий. Поэтому в этом году у нас предусмотрено порядка 114 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас 33 члена ДНД состоят в команде. В составе рейдовой группы, как правило, всегда находятся не только представители ОМВД, ГИМС и администрации, но и народные дружинники. Эти рейды осуществляются в выходные дни или... В основном у нас, конечно, добровольная дружина – это в основном работающие люди, поэтому, допустим, в течение дня не всегда у нас есть такая прям возможность постоянно, но мы привлекаем сейчас и молодежь. Единственное, немножко сейчас вопросы, это они, конечно, стараются все устроиться на работу, поэтому немножко с этим есть вопросы. Но в любом случае, если нужно будет, то, конечно, у нас 33 человека, в любом случае мы найдем, кто выйдет и проведут рейды. В завершении мероприятия специалисты еще раз напомнили: вода ошибок не прощает. Сейчас в сезон не только летнего отдыха, но и повышенного туризма следует быть более подкованными как информационно, так и посредством снаряжения.
В рамках контракта по содержанию дорожно-уличной сети на городской территории и в микрорайонах выполняются работы по вырубке кустарника. В начале недели специалисты фирмы «Vostem» трудились на улице Лермонтова и объездной дороге. Они прореживают кусты вдоль автомобильных дорог, уделяя особое внимание автомобильным знакам. Участки – это зона видимости, это перекрестки, это знаки, чтобы зелень не заграждала, чтобы было видно, то есть и не мешало автолюбителям. Подобная работа будет проводиться на всей территории города, включая микрорайоны и поселок Верхняя Инта. Вырубка кустарника запланирована в рамках содержания дорог по Инте. Также по народному бюджету это вырубка на дороге на станцию. Вот. Сейчас вырубка осуществляется на улице Лермонтова. Вот. После этого запланировано окувечивание этой же улицы, и сейчас размещен аукцион по асфальтированию. По завершению данных работ спиленный кустарник будет вывезен.